Это «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вузы готовятся к приему документов от абитуриентов. Какие новые направления откроются в этом году в Арктическом государственном агротехнологическом университете? Гость студии Аян Нюканов, первый проректор АГАТУ. Аян Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в чем особенности приемной кампании 2024? Особенность приемной кампании этого года заключается в том, что абитуриент может подавать в 5 вузах, разных вузах, по 5 направлениям подготовки. Это значит, что у абитуриента есть очень большой выбор специальностей и направлений подготовки. И желательно, чтобы абитуриент, когда подает документы, указал, что это приоритетное направление и менее приоритетное направление. В таком случае вуз будет зачислять по приоритетному направлению. Это первое. Второе. С этого года вышло постановление правительства Российской Федерации о целевом обучении высшего образования и среднеспециального образования. И наш вуз должен подготовить 118 студентов по целевому набору. Вот основные особенности набора этого года. Вот что такое квота целевого набора в рамках контрольных цифр приема в ВУЗ? Вот в чем ее суть? Спасибо, это очень хороший вопрос. Целевой набор – это значит работодатели, сельхозтоваропроизводители, или же частные предприятия, или же предприятия лесной отрасли. Они могут запланировать подготовку специалистов на несколько лет вперед. И одним из инструментов является целевая подготовка. Есть очень много плюсов и для работодателя, и для абитуриента целевой подготовки. Ну, прежде всего, студент, поступивший абитуриент-студент, уже учится по согласованной программе работодателя. То есть студент уже в период учебной программы знакомиться с теми технологиями, которые есть в организации. Это очень удобно и для студента, и для работодателя. Это первое. Второе. Работодатель может произвести материальное стимулирование по договоренности. Также работодатель может обязан обеспечить трудоустройство выпускника после целевой подготовки. Мы считаем, что данный механизм подготовки специалистов является очень актуальной у нас в Якутии по той простой причине, что нам бы хотелось бы сбалансированного развития всех сельских территорий нашей республики. Тогда работодатели могут, опять-таки, находить своих из местных ребят, своих студентов и направить на обучение к нам в университет. Единая цифровая платформа «Работа в России». Вот каковы этапы взаимодействия вуза, работодателя, заказчика, абитуриента через данную площадку? Эта площадка разработана совсем недавно и имеет очень много плюсов. Ну, во-первых, это общестрановая платформа, и поэтому любой человек в нашей стране может посмотреть, какие вакансии существуют в той или иной территории. И таким образом мы, допустим, можем подавать заявки из Москвы, допустим, в Якутию. Ну, бывают такие случаи, да, мы знаем, что бывают студенты, которые приезжают из Московской области к нам на учебу. Это первое, да. Второе – это когда работодатель может посмотреть через «Работу в России» потенциальных работников, которые может нанять на работу. Это повышает, во-первых, конкурентность на рынке труда. Если повышается конкурентность, соответственно, повышается качество работников. И таким образом мы считаем, что это способствует более адекватному развитию трудового рынка. Ну, действительно, когда все собрано на одной площадке, да, вся информация, да, все могут ознакомиться, да, и активно взаимодействовать. Вот каковы основные положения договора о целевом обучении? Основные положения этого договора заключаются прежде всего в том, что работодатель обязан трудоустроить после окончания
Да? Это работодатель у нас, это может быть очень небольшое предприятие, потому что у нас в Якутии сельскохозяйственные предприятия, они не такие огромные, как, допустим, южные регионы нашей страны. Соответственно, они могут через отраслевое министерство, Министерство сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства выступает в данном случае как заказчик, а они работодатели. И как гарант Министерство сельского хозяйства уже вводит свой портал, личный кабинет «Работа в России», вот эти кандидатуры. И таким образом облегчает работу мелких сельхозтоваропроизводителей. Это первое. Второе, то, что, как я уже говорил, студенты будут учиться по индивидуальной программе, то есть с учетом тех требований, которые предъявляет работодатель, тех компетенций, тех умений, навыков, которые предъявляются будущему специалисту. Это все оговаривается в договоре. Соответственно, из этого договора мы разрабатываем уже индивидуальную траекторию обучения того или иного студента. Это очень удобно. Мы считаем, что это удобно прежде всего для работодателя, потом это очень удобно для студента, а нам удобно с позиции того, что мы будем выстраивать работу для реального сектора экономики сельского хозяйства нашего региона. А вот какие сроки касаемо обязательной работы студента, да, по целевому договору, после окончания обучения, они какие-то всегда едины или они могут меняться? Да, это очень тоже актуальный вопрос, спасибо. Дело в том, что это вы оговариваете, то есть абитуриент оговаривает это уже когда вы будете подписывать договор, это вот с 1 августа по 31 августа. Вот там уже вы уже глазу на глаз вы подписываете этот договор и там оговариваете, какой срок более оптимален для вашего договора. Это от 3 до 5 лет. Я думаю, что люди, которые планируют свою траекторию карьерного роста, для них это 5 лет, это там еще видно будет. Потом еще дополнительно может человек учиться, в магистратуре заочно учиться. И таким образом постоянно повышать квалификацию для того, чтобы быть в тренде развития различных технологий. Как вы знаете, что в сельском хозяйстве технологии появляются достаточно быстро, да? И казалось бы, что сельское хозяйство? Но нет, в сельском хозяйстве очень много цифровых технологий, которые должен овладеть молодой человек. Или в лесном хозяйстве то же самое. Поэтому я думаю, что в зависимости от потребностей предприятия студент будет уже нарабатывать те компетенции, которые необходимы для данного предприятия. Вот если говорить в целом, да, какие преимущества у абитуриентов, да, если вдруг они решат поступать в ВГТУ именно по квоте целевого набора? Спасибо. Прежде всего я хочу здесь сказать, что подготовка студентов в стенах нашего университета традиционно является классическим, это во-первых. Во-вторых, наши студенты, они находят себя в реальном секторе экономики нашего региона. Будь это ветеринария, будь это сельскохозяйственное производство, будь это лесное хозяйство или же смежные отрасли производства. Как опыт показывает, наши студенты, они очень хорошо и достаточно успешно интегрируются в производство нашего региона. Это первое. Второе, в стенах нашего университета будущий специалист, он встретится с очень интересной наукой, которая разрабатывается у нас в Якутии. Например, в стенах нашего университета работали разработчики, например, таких лекарственных препаратов, как интерлейкин бета-1, камскинол, мазь Барсукова. Также у нас, например, Афанасий Васильевич Чугунов, он был автором порода называлась «Сементализированный якутский скот». И таких исследователей у нас очень много. И молодой человек, поступив в наш университет, естественно, он увидит, как работает наука, столкнется с очень интересными людьми, да,
которые будут наставниками по жизни, ну, в данном случае по карьерной жизни. Да? Это второе. Третье, то, что студент точно будет знать, какие параметры требуются для него, ну, в смысле параметры компетенций, для того, чтобы быть конкурентоспособным в той или иной предприятии. В той или ином предприятии, или же это может быть муниципальное образование, это может быть даже вся Якутия. Есть предприятия, которые у нас работают по всей Якутии. И таким образом молодой человек, будет выстраивать уже реально, какие планы, какие, ну, скажем, планы он должен выполнить для того, чтобы достичь определенных успехов в жизни. Вот я считаю, что в этом отношении целевая подготовка является наиболее оптимальной, интересной и динамичной. А вообще по каким направлениям выделены целевые места? Целевые места, они выделены по всем направлениям, почти по всем направлениям подготовки нашего университета. Это можно посмотреть в сайте нашего университета. Ну, например, по ветеринарии целых 12 человек, да? По технологии сельскохозяйственного производства 12 человек по очной форме и 5 человек по заочной форме обучения и так далее. Очень много вот таких вот направлений подготовки, которые имеют целевые места. Вот. Это утверждается на основании постановления правительства Российской Федерации отдельно по каждому направлению подготовки. Ну и в какие сроки стартует набор абитуриентов, как можно подать документы? Спасибо. Если речь идет о целевой подготовке специалистов, то до 10 июня работодатели должны подавать свои заявки на портал «Работа в России». Да, это первое. Если работодатели не успеют, то все. Поэтому до 10 июня все работодатели должны застолбить свои планы на подготовку кадров. Это первое. Второе. Прием документов по ЕГЭ у нас начинается с 15 июня по 25 июля. Разными способами. Это прежде всего, когда абитуриент приходит в наш университет и сдает документы. Это с помощью госуслуги можно подавать по почте и можно подавать в сайте нашего университета. И с этого года еще есть через МФЦ. То есть абитуриенты, которые находятся в отдаленных регионах нашей республики, у них абсолютно никаких проблем нету для того, чтобы подавать свои документы в наш университет. И таким образом мы до 25 июля принимаем документы. С 20 июля по 25 июля мы будем проводить вступительные испытания по СПО, на базе СПО. И с 1 августа по 31 августа будет уже прием. И после приема студенты, которые изъявили желание поступить на целевые места, они будут подписывать договоры уже с 1 августа по 31 августа, чтобы 1 сентября, когда уже начинается учебный процесс, они имели уже договора. Это касаемо целевого набора. Что ж, Игорь Николаевич, большое спасибо за подробную информацию. Мы знаем, что АГАТУ вуз очень нужный, востребованный. Желаем вам успешной приемной кампании, ну и, конечно же, заключить больше целевых договоров. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.